Радиожурнал «Юность Севера». У микрофона редактор Сергей Суранов. Здравствуйте, товарищи! Вы знаете, товарищи, довольно часто так называемые проблемные материалы не удается разрешить с первого раза. Очень много вопросов нуждается в рассмотрении, прежде чем появляется какая-то перспектива положительного разрешения того, что, собственно, дало толчок для разговора, для начала разговора. Связано это зачастую с трудностями материальными или организационными, но бывают и трудности иного рода. И трудности эти называются человеческой черствостью, бездушием. И вот эти трудности, в общем-то, наиболее трудно, что называется, пробить. Я это говорю к тому, что речь в начале нашей передачи пойдет сегодня об одном материале, который прошел в эфир в сентябре месяце этого года, но, споткнувшись вот как раз об эту самую человеческую черствость, бездушие, никакого положительного разрешения тогда не получил. Коротко перескажу его суть. После окончания Сангарского профтехучилища 10 подростков, бывших воспитанников детских домов, приехали в Якутск по распределению работать в управление «Восток-Сибсантехмонтаж». И вот на момент передачи, к началу сентября, несмотря на то, что приехали ребята в Якутск в конце августа, эти ребята не были ни трудоустроены, ни поселены в общежитие. Ну и денег на проживание у них, конечно, тоже не было. С подростками должен был приехать мастер училища, чтобы на месте решить все эти вопросы, однако он не приехал. В передаче участвовали, как вы помните, если слышали эту передачу, сами ребята, а также представители Восток-Сибсантехмонтажа и Государственного комитета республики по профтехобразованию. Однако вмешательство радио тогда ни к чему, собственно, не привело. И я это говорю, потому что первый отклик поступил на эту передачу не из Комитета по профессионально-техническому образованию и не из управления Восток-Сибсантехмонтажа, и даже не из училища, что, в общем-то, нужно было ожидать. Первой откликнулась инспектор отдела кадров Управления механизации и строительства Треста «Газстрой» Екатерина Дмитриевна Каланча. Именно эту передачу я полностью ее прослушала. И мне было очень больно и обидно за эти детей, которые действительно их нашли где-то в каком-то захолустном доме. Они еще к работе не приступили, их еще взяли и отправили их на комиссию. За что им жить? Куда им обращаться? Кому им идти? Они безродные, бездомные. И им совершенно не за что жить. Я стояла с чайником, и вот я думала, где эти дети, почему так к ним обратились, почему их отношение такое бесчеловечное, к ним такое бесчеловечное отношение, как со стороны ГПТУ, так и со стороны администрации Восток-Сибсантехмонтажа. Это для меня мне было очень больно. Я даже хотела сказать, остановитесь, что вы делаете. У них такие дети, что они заканчивают эти училища, они не хотят даже идти, куда их направляют. Возможно, надо было как-то обговорить этот вопрос с этими детьми по их специфике работы, на какое предприятие они поступают работать. Они должны немножко даже знать или ознакомливать хотя бы, вот вы идете в такую-то организацию по своей специальности, будете работать, у вас такие-то условия труда, такие-то условия жилья. Со временем, после армии, они же еще будут призываться и в армию, после армии вы можете опять возвращаться на эту же работу, вас будут ждать, вас примут, у вас стаж очень непрерывный у них идет. Если даже они будут служить в районе Крайнего Севера, они будут получать надбавки, которые можно потом пользоваться здесь же, на этом предприятии. Они же могут наделать что угодно и куда угодно пойти. А где их сейчас искать? После этой передачи вопрос такой встал и передо мной. Где найти этих ребят? Дело в том, что на территории областной больницы, где впервые мы их обнаружили в одном заброшенном доме, ребята больше не появлялись. Ну и в конце концов я нашел их в одном из общежитий глав Якутстроя. В этой комнате, мы сейчас запись послушаем, сделанную в этой комнате, проживает только 3 из ребят, которые работают в жилищно-коммунальной конторе главка. Ну а вот остальные 7 здесь, в общем-то, неизвестно на каких правах живут. Вместе со мной в комнате была воспитатель общежития Ольга Юрьевна Алексеева. А на вахте уже объявили, что на месяц эта комната лишается приема гостей. Из-за нарушения было так вот, что вот собираются средь бела дня. Нам это тоже не надо.
Чуть позднее, когда мы вышли из этой комнаты и с Ольгой Юрьевной оказались вдвоем, наедине, она мне сказала, собственно, почему она вот так несколько рисковато относится к ребятам. Дело в том, что она собственными глазами видела, как эти ребята в соседнем продовольственном магазине воруют продукты. Ну, понятное дело, что такие постояльцы ей не нужны. И все-таки она не так неприязнена к этим ребятам. Она предлагала им устроиться в одну из организаций, работники, которые проживают в этом общежитии, на автобазу или же управление механизации номер 13. Но, однако, ребята в общем-то, не рвутся в эти организации. Вы знаете, вот после нашей первой сентябрьской передачи я не направил ни одного письма в заинтересованные организации, ни в Государственный комитет по профессионально-техническому образованию, ни в Восток-Сибсантехмонтаж. Мне казалось, что вот этого, в общем-то, бесчеловечного, из ряда вон выходящего случая, вернее, придания его гласности будет совершенно достаточно для того, чтобы люди, занятые, отвечающие за подростков, должны совершенно по-иному посмотреть на то, что же, собственно, они делают. Но этого не произошло. И вот тогда, 6 октября, мне пришлось вновь собрать представителей этих организаций уже за одним столом. В первой передаче мы разговаривали с ними по телефону. И вот какой ответ я получил на свой вопрос, зачем ребят отправили на медкомиссию? Ведь они дипломированные специалисты, и комиссию уже проходили. И, собственно говоря, это стало первым препятствием на пути трудоустройства их на работу. Отвечает начальник отдела кадров управления Восток-Сибсантехмонтажа Римма Миняхметовна Кузакова. Не могу сказать, вообще не надо было отправлять, конечно. Потому что они у нас были на практике. Вернулись к нам уже как рабочие. Просто их надо было поселить. Ну а как же быть сейчас? Я 8 числа приду с администрацией, проверим всех, почему и на что, как вы живете. Я говорю, будем связываться с органами милиции, говорю, будем принимать меры. А вы меня извините, а где вы собирались, в каком общежитии их искать? А у меня адреса есть, Горького 94, они все прописаны. Дело в том, что как раз вот разговор-то о чем идет, что их туда не заселили. Они сейчас живут где попало. Почему? Даже комнаты есть. Ну, прямо скажу, слукавила Римма Миняхметовна. Слукавила, потому что прекрасно знает, что в помещении, рассчитанное на 30 человек, управление уже заселило 55 человек. И сейчас подъехала на работу еще 45. Вопрос очень остро стоит, куда их селить? И, конечно же, вот в такой сутолоке, в такой беготне работники управления просто, видимо, не обращают серьезного внимания на 7 подростков, которым жить негде. Об этом прекрасно знают в управлении Восток-Сибсантехмонтажа. Однако делают вид, что знать ничего не знают и ведать не ведают. Ну а вот версия причины такого отношения к несовершеннолетним заместителя начальника этого управления Владимира Ивановича Холмогорова. Конечно, тут вина СПТУ то, что не было мастера. Он бы, конечно, до ума довел, там все такое, и ходил бы, нас терроризировал, можно сказать, и заставил бы нас пройти по всем этим инстанциям. Но наша вина, я считаю, в том, что, конечно, надо было с ними персонально заняться, бросить это. Но тут летний период, все в отпусках, поэтому тут функциональные обязанности перекрещивались. Ну вот дали отписку, дали список этот, отправили в Восток-Сантехмонтаж, и все, и на том дело кончилось. В общем-то, они больше воспитанием должны заниматься, нежели мы, правильно? У нас же производство. Ну вот Владимир Иванович Холмогоров, заместитель начальника управления Восток-Сибсантехмонтажа, считает, что для того, чтобы заселить 7 подростков в общежитие, его нужно терроризировать. Ну а что же нужно с ним сделать для того, чтобы он занимался воспитанием своих рабочих? Позвольте, Владимир Иванович, я адресую этот вопрос вам самому. Сейчас администрация Восток-Сибсантехмонтажа апеллирует к администрации 9-го профтехучилища. Хотя должна была это сделать, не дожидаясь вот этого 2-месячного срока, а сделать нужно было это сразу же после приезда ребят, когда выясняется, что нет с ними мастера. Ну, сегодня это, видимо, единственный вариант, ведь кто-то должен все-таки разыскивать ребят по городу, привести их буквально за ручку в контору на рабочее место. И, видимо, это сделать должно действительно 9-е профтехучилище. Ну, а возможно ли это? Вместе с нами за одним столом сидит начальник отдела Государственного комитета республики по профессионально-техническому образованию Владимир Гаврилович Третьяков. При нашей помощи можно пригласить и директора, или мастера, конечно, это в наших силах. Но все-таки товарищи окончили училище, они уже должны были трудоустроиться и работать. Куда-то их закрепили, за какое-то рабочее место, кто-то за них отвечал. Почему они не переходят на работу, об этом нигде ничего не говорят. Ну, надо было тревогу бить тогда. В чем дело, где эти товарищи? Подключились бы.
Как видите, представитель Государственного комитета республики по профтехобразованию тоже не спешит с конкретными предложениями, пытается найти виноватого в другой организации. Согласитесь, разговор стал напоминать обычную перепалку между двумя ведомствами, представители которых пытаются свалить вину один на другого. И, безусловно, права еще один участник нашей встречи, представитель комиссии по делам несовершеннолетних Октябрьского райисполкома Людмила Александровна Борисова, когда говорит, что... Я считаю, конечно, что просто вопиющее бездушие такое было проявлено по отношению к этим ребятам. Понятно, что это ребята воспитанники школы-интерната, родителей нет, позаботиться некому. Значит, все, кому они обращались, кому они подходили, все должны быть в ответе, прежде всего. И к училищу, конечно, большие претензии, и к администрации предприятия, в конце концов, за конечный результат. В самом деле, в течение такого длительного времени тут можно было уже дойти и до управления профтехобразования, до Госкомитета, значит, и принять какие-то другие меры. Важен все-таки конечный результат. За это время, безусловно, могли с ребятами произойти всевозможные ЧП. Понятно, что ребята остались и без средств к существованию, и фактически без крыши над головой. Вот, ребята очень трудные, категория таких ребят нам хорошо известна. И, значит, что волнует, что сейчас уже все наши училища, видимо, до 5 числа отчитались о всеобучии, так? Что все учатся, кто к ним пришел, что все те, кто закончили училище, трудоустроены, а фактически, значит, вот такие факты, когда ребята не пристроены, не устроены, на протяжении всего учебного года нами выявляются. Ну а что с подростками? Вот итог 2 месяцев. 3 из них работают в жилищно-коммунальной конторе главикутстроя, еще 2 после вот этой встречи 6 октября найдены, поселены и устроены в Восток-Сибсантехмонтаж. 3 плюс 2 – 5. 5 из 10. Ну а что же с 5 остальными? Никто не знает пока, где они и чем они занимаются. Ну а как же быть? Что делать? При нашей встрече Людмила Александровна Борисова сказала мне, что в следующий понедельник дело вот это будет рассматриваться на заседании комиссии по делам несовершеннолетних Октябрьского райисполкома. Туда будут приглашаться представители Восток-Сибсантехмонтажа. Конечно, эта акция необходима, может быть, несколько запоздалая, но все-таки необходимая. Кого-то накажут, какой-то выход будет найден. Но, как мне кажется, уйдет все-таки от ответственности главный виновник вот этого всего. Я имею в виду администрацию Сангарского профтехучилища номер 9. Ведь до сих пор оно занимает позицию стороннего наблюдателя. Ничего не предпринимает, никаких признаков, так сказать, жизни не подает. Я думаю, что все-таки Государственному комитету республики по профессионально-техническому образованию следует обратить внимание на вот такую позицию и дать ей принципиальную оценку. Ну а сейчас на 3 минуты я уступлю место у микрофона моему коллеге из газеты «Молодежь Якутии» Татьяне Данилевской. Ну а почему на 3 минуты? Потому что ровно столько звучат 2 песни, которые она хочет исполнить. Не секрет, что друзья не растут в огороде, не продашь и не купишь друзей. И поэтому я все бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей. Под грустное мычание, под доброе рычание, под дружеское ржание рождается на свет большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании огромный такой секрет. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь. Отвага и честь — это рыцарь и шпага, всем глотателям шпаг их не съесть. Под грустное мычание, под доброе рычание, под дружеское ржание рождается на свет большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании огромный такой секрет. Не секрет, что друзья в облака обожают уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам, если нас обижают, но бросаются прямо с небес. Под грустное мычание, под доброе рычание, под дружеское ржание рождается на свет большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании огромный такой секрет. Ах, было б только с кем, ах, было б только с кем, ах, было б только с кем поговорить. В этот день осьминог стал не с той ноги, а сапожник не смог уплатить долги.
не в ударе с утра. Нынче был боксер, а певец захворал и чихал на все. Отчего нам не везет? Кто подскажет, кто поймет? Отчего нам так с тобой не везет? Будем делать всем назло, ведь что крупно повезло, и тогда нам все равно повезет. Съел поэт на обед пасню соловью, а факир отогрел на груди змею. И Макар никуда не гонял телят, льется с гуся вода, все идет на лад. Отчего нам не везет? Кто подскажет, кто поймет? Отчего нам так с тобой не везет? Будем делать всем назло, ведь что крупно повезло, и тогда нам все равно повезет. Черный кот не хватал ночью с неба звезд, и за это кота тянут все за хвост. Взять быка за рога нам пора, мой друг, а пока облака и темно вокруг. Отчего нам не везет? Кто подскажет, кто поймет? Отчего нам так с тобой не везет? Будем делать всем назло, ведь что крупно повезло, и тогда нам все равно повезет. А сейчас анонс следующего выпуска нашей передачи. Основной материал записан на занятии политклуба комсомольцев Якутска. Тема обсуждения – Закон СССР о молодежи. Задачей нашего заседания политического клуба и есть то, чтобы мы с вами поговорили. Как вы все считаете, каким быть законом СССР о молодежи? Вот такие законы приняты на Кубе, значит, во Вьетнаме и так далее, и так далее. Обобщающего характера. Тогда, когда будет закон о молодежи, любой комсомольский вожак, простой комсомолец, простой молодой человек откроет и скажет: вы знаете, а вот мне такая-то законом предусмотрена, значит, вот такая-то льгота, или вот такая-то норма здесь предусмотрена. Законом будет предусмотрено право на получение жилья, что нам гарантирует Конституция. Откуда оно возьмется, все равно это жилье? Для чего вообще, в принципе, нужен этот закон по молодежи? То, что мы обсуждаем, оно все нам гарантировано. Следующий выпуск радиожурнала «Юность Севера» слушайте в понедельник, 26 октября в 13 часов 10 минут. В условиях развивающейся демократии мы стали больше получать информации об окружающем нас мире. Абсолютно по всем вопросам, будь то наши внутренние дела или внешняя политика. И один из таких каналов – иностранные радиостанции. На территории нашей республики можно слышать всевозможные радиоголоса, которые готовят передачи на русском языке. И вот часть этих радиостанций работает на нашу страну явно с недружественными целями, о них речь. Передаю слово кандидату исторических наук Александру Григорьевичу Кушниру. Запись сделана на одной из его лекций. Как она говорит, что вы нам все это рассказываете, все нам показываете. Вот дайте действительно нам читать, мы сами разберемся. Ну, товарищи, я не знаю, в таких случаях я пример такой привожу, как обычно нормальный рынок, с одной стороны, вот от нас, от любителей, с одной стороны, значит, в одном правом углу, предположим, кто? Ну, там, местный хулиган, гроза местного микрорайона, там, Челка, Фикса, ну, еще как полагается, да? А с другой стороны, тяжеловец, боксер, профессионал. Чем кончится? Результат это ведь, по-моему, запрограммировано. Наша пропаганда, по-моему, оказывает очень дурную услугу нашему населению, не только населению, когда твердит о том, что по ту сторону, дескать, эфира, там у радиопередач-то сидят, значит, недобитки со времен Второй мировой войны, которые там, как пауки в банке, давно между собой перегрызлись и прочее, прочее. Нет, ну я согласен, там в качестве музейных экспонатов, конечно, есть и недобитки, это тоже понятно, да? И понятно, наверное, что у них, может, и жизнь напоминает жизнь насекомых, тоже может быть. Но ведь в основном-то там давным-давно, конечно, работает кто? Молодые, прекрасно подготовленные, дипломированные специалисты. Профессионалы. А с нашей стороны вот этот хулиган местного значения. Так разберемся сами? Или как?
Нет, конечно. Конечно, поэтому требуются и наши органы пропаганды, и усилия отдельных лекторов. Вот у меня недавно дискуссия была, значит, с ребятами, студенты, значит, Московского вуза, сами понимаете, народ агрессивный такой, тертый по-своему. Значит, они мне тут выделили такого лидера своего, там 200 человек примерно сидело в аудитории. Такой деловой парень, выражаясь современным языком, который мне начал, значит, объяснять примерно следующее. Что, говорит, дурного, если я слушаю «Голос Америки»? Там BBC, не помню, какая станция, какую я назвал. Что в этом дурного? Фирма «Мелодия», говорит, наша родная. Монополист наш несчастный. Она же снабдить меня, говорит, приличными записями не в состоянии. Потому что то, что она, значит, здесь мне продает, это с точки зрения содержания, это прошлый век, а то и позапрошлый. А уж по технике точно прошлый век. А у меня дома грюндик прекрасный. Я пишу, так сказать. Я знаю, что в 9, там, продолжим вечера 00 будет передача. Прекрасно там музыкальным комментарием и так далее. И я этим пользуюсь. Я пишу, что в этом дурного. Там никто не говорит музыкальные, чисто музыкальные передачи. Никто не говорит капитализм, коммунизм, социализм, империализм. Нет. Сионизм музыкальный. Действительно, а что дурного? Так что действительно, вроде бы что. Я задал вопрос, встречный вопрос. Говорю, ребята, может быть, не очень хорошо спорить, задавая на вопрос, включая вопрос, а мне все-таки хочется так. Назовите мне конкретного. Ну, миллионер не потянет, как говорится. Миллиардера назовите. Или какую-нибудь финансовую группу, но только конкретно. Которые согласны выбросить на ветер, в эфир, ну, в общем, на ветер. Там, десятки, а то и сотни миллионов, валюту любую можно подставлять, да, какая нравится. Только для того, чтобы повысить музыкальную культуру советской молодежи. Вопрос кажется риторическим, потому что ответ сам собой напрашивается. И все-таки эти музыкальные передачи идут и обращение к советской молодежи. Вот, к примеру, совсем недавно «Голос Америки» объявил, что любой слушатель может получить майку с эмблемой одной из американских звукозаписывающих фирм, а также и пластинку в придачу. Любой желающий. Нужно только отправить для этого открытку со своим адресом в «Голос Америки». Просто так? Ну, интересно, откликнулся ли кто-нибудь из наших радиослушателей на этот призыв? Если вы знаете об этом или, может быть, даже сами откликнулись, позвоните нам. Я не прошу называть фамилии, мне просто интересно поговорить с вами вот с таким человеком. Ну, а позвонить можно по телефону 240-01, это телефон нашей редакции. Позвонить можно прямо сейчас. Итак, телефон 240-01. Ну, а теперь продолжим слушать лекцию Кушнира. Суть такова. Противопоставить музыкальную культуру. Представление идет музыкальных культур в сериях передач разных национальностей. В результате у нас в конечном итоге мы получаем то, что мы получаем. Когда по телевидению показывают, предположим, какую-нибудь английскую, весьма посредственную музыкальную группу, наша молодежь припадает, слушает, стоит нашу музыкальную группу какую-то выпустить, пусть высококачественную, они тоже уйдут там на кухню и прочее. Просто неприятельность, так сказать, идет музыкальная культура, но, в общем-то, мысли еще более серьезные. Парень слушает сегодня передачу, так сказать, о музыкальной культуре одного народа, завтра другого, послезавтра третьего. Ему сегодня расскажут, что у этого хорошо так, у этого завтра хорошо так, но у этого плохо это, а у этого народ не виноват, у него, понимаете, исторические условия были. Вот, что в результате получается? Действительно, что-то вроде плохое, чисто информационный материал. Никаких измов. Кроме одного. Что программируется даже, так сказать, как мы здесь с вами разговариваем, каким сленгом молодежь пользуется и так далее, и так далее. Но вы можете себе представить, что нормальные люди разговаривали примерно так. Слушай, Борис, музыкальная культура, там, предположим, английского народа значительно превосходит музыкальную культуру украинского народа. Можете себе представить? На это, собственно, и расчет, что, значит, слово «музыкальное» пропадает через минуту, культура через вторую, и дальше, примерно, в курилке разговор так. Слушай, Бог, ты знаешь, вот вчера, значит, там, английский ансамбль, вот это да. А наши, о! Не правда ли? Прав доцент Кушнир, когда говорит, что ради вот этого «о» и идут на ветер сотни миллионов. Ведь мы с вами люди образованные и прекрасно знаем не только вот эти примитивные словечки, не только примитивные мысли, которые нам пытаются вдолбить наши мнимые друзья из-за рубежа. Ну так давайте вести себя подобающим образом. Ну а закончит нашу программу песня. Песня «Уроки истории», группа «Мозаика».
слушали выпуск радиожурнала «Юность Севера». Передача подготовлена молодежной редакцией Якутского радио. Мы с вами прощаемся до следующего понедельника. Всего доброго. Якутская саңарар. Билолақтар береме 11 час. Говорит Якутск. Якутское время